Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. Картина дня в нашем обзоре. И вот главные темы выпуска. Бессмертный полк в новом формате. Вспомнить его на 9 мая, разместив его плакат и плакат бабушки у себя на балконе. Как присоединиться к акции, узнал Иван Сарафанов. С предстоящим Днем Победы движение жен мобилизованных поздравили 102-летнего Зинатулу Загидуллина. Ветеранов Великой Отечественной войны осталось очень мало. Мы должны помнить, мы не должны забывать. С ветераном-старожилом Кайбицкого района познакомилась Сирина Сахапова. Территориальный спор и судебные решения. Трудимся, чтобы убрали забор с нашей территории. Считаем, что забор стоит на своем месте. Что не поделили жители двух соседних домов на улице Лиадова, расскажет Дмитрий Аренин. В стране идет подготовка к ежегодной акции «Бессмертный полк». Фотографии своих героев татарстанцы уже начали вешать на окна и балконы, размещать на автомобилях и футболках. В фотосалонах ажиотажа пока нет, но его ждут накануне Дня Победы. В прошлом году только в Казани на шествие вышли 170 тысяч человек, чтобы единым строем пронести память о тех, кто вернулся с победой и пал на полях сражений. В этом году изменился формат, но не смысл акции. Каждый сам выбирает, как присоединиться. Это можно сделать, как распечатав портрет, так и разместив его онлайн. Инструкция у Ивана Сарафанова. Это я разместила там на своем баннере. На этой фотографии дедушка Айгуль Нурисламовой со своими боевыми товарищами в Белгороде. Агля Гареев ушел на фронт в 42-м, принимал участие в освобождении Крыма и дошел до Вены. Вернулся домой в 47-м. Он был очень таким мягким человеком, очень решительным человеком. И всегда играл на гармошке, видимо, вот вспоминая свои военные годы. Портреты своего деда Агли Гареева и бабушки Хамиды Хисамудиновой, которая ковала победу в тылу, она разместила на балконе и призывает татарстанцев не забывать о подвиге предков и обязательно принять участие в акции. Мне в целом нравится эта идея, и больше людей пусть знают об этом. Это большая гордость для меня и честь иметь таких предков. В этом году «Бессмертный полк» проходит не в традиционном формате шествия, но не менее масштабно. Фотографии своих героев можно разместить на одежде, машине, окнах, а 9 мая на аватарке в соцсетях. На сайте polkrf.ru есть специальный конструктор для оформления портрета ветерана Великой Отечественной войны. Необходимо выбрать фон, загрузить фотографию и информацию о своем герое. Готовый результат сохранится на вашем компьютере или мобильном устройстве. Фотографию можно распечатать в любом фотосалоне. Самый ходовой формат 30 на 40 сантиметров. Он подойдет как для окна квартиры, так и для заднего стекла автомобиля. Еще портрет своего героя можно нанести на верхнюю одежду или на футболку. Как нам рассказали, в этом салоне чаще всего казанцы заказывают фото на автомобиле, реже в небольшом формате для бейджей. Обращаются с начала недели. В день приходит около 10 человек. Ажиотажа ждут 8 мая. Цена осталась прошлогодней. Для участников акции скидка. Это для меня память. То есть таким образом я помню эти фотографии круглый год, я храню дома на полке. К акции уже присоединилась Госавтоинспекция Республики. Они разместили на служебных машинах портреты своих родных и рассказали об их вкладе в победу. По требованиям ГИБДД, чтобы не закрывать обзор водителю, фотографии можно прикрепить внутри салона автомобиля на заднее или боковое стекло. Портреты своих прадедов, бабушек и дедушек, внесших вклад в борьбу с фашизмом, сегодня разместили на окнах пожарной части «Зеленодольские огнеборцы». Мой прадедушка Мискин Николай Григорьевич ушел в армию в возрасте 30 лет в декабре 42 года. Через год, в 43 году, в декабре, он получил 3 тяжелых ранения. Члены правительства республики, депутаты и сотрудники Госсовета Татарстана присоединились к бессмертному полку, опубликовав видеоролик с портретами своих героев. Течет река бессмертного полка. Иван Сарафанов, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Татарстан.
Сегодня в Казань привезли частицу пламени с могилы неизвестного солдата в Александровском саду Москвы. Огонь памяти принял участник Великой Отечественной войны Алексей Комолев и воссоединил его с вечным огнем в Парке Победы. Из Москвы пламя доставляют в 20 регионов, в том числе и в новые субъекты ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонскую область. Акция проходит второй год, но в Казани она впервые. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к вечному огню от имени многонациональной молодежи Татарстана. Ребята прочитали стихи на разных языках – белорусском, азербайджанском, казахском и других. Именно дружба народов обеспечила победу СССР в Великой Отечественной. Этот огонь мемориала победы, мемориала славы, мемориала памяти Российской Федерации Александровского сада сегодня вместе с нами. И это здорово, что сегодня мы этот огонь можем увидеть в Республике Татарстан и гордиться нашими замечательными героями, победителями. Мы вот торжественно передали огонь ветерану Великой Отечественной войны и волонтерам, общественникам, которые 8 числа в рамках акции «Парад у дома» уже торжественно посетят ветеранов и дадут возможность прикоснуться как раз к кусочку огня. Каждый год мы получаем большие отклики от нашей молодежи о том, состоится ли акция, потому что они действительно готовятся. И это большая возможность показать, что наша молодежь чтит и помнит память наших предков. Наша задача молодого поколения – сохранить эту память. Мы воевали вместе, все национальности были едины. В этом залог победы. С ветеранами Москвы пообщались гости Татарского культурного центра столицы. Здесь прошел уже традиционный телемост «Память сильнее времени», организованный автономией татар Москвы. Поздравить москвичей с наступающим праздником приехали и юные артисты из Донецка. Репортаж Дины Газалиевой. Только внимание, заботы. Эти встречи в канун Дня Победы в Татарском культурном центре Москвы в таком формате проходят уже 13-й раз. Телемост объединяет разные города и регионы. Везде есть татары, которые гордятся своими ветеранами. Их воспоминания, эмоции, присутствие и делают этот праздник таким важным. Амиру Абы 95 лет. Он очень проникновенно рассказывает о том, как подростками обороняли Ленинград. На санках закрывались просто, еще немцы не заметили. По снегу ползли, туда патроны доставляли. Вот так. Страшно было? Ну, все страшно. А вот, так сказать, как бы ты думаешь, все капут, как говорится. Все, выжили. Страх уже куда-то пропадал. Выжить мы веками учились стоять. Песни военных лет согревают гостям Татарского культурного центра душу, особенно если артисты из Донецка, как юные Иван и Юлия. Раньше мы ходили, возлагали цветы к монументам, но, к сожалению, сейчас этого нет, так как очень опасная обстановка в республиках. Победное счастье маленькая Люда Титова из Ленинграда помнит и хранит в памяти вот уже 80 лет. Женщины в основном, исхудавшие. Это что-то страшное, какие все были дистрофики. И вот если идет, особенно в шинели какой-нибудь там военный, да, вот эти тетки, откуда силы брались, вот, начинают подбрасывать. Все, с кем нам удалось пообщаться в этот раз, уверены в победе и в наши дни. Главный секрет России, как считают ветераны и дети войны, в единстве всех наций и их дружбе. Такое же единство в эти дни у Вечного огня, где захоронен неизвестный солдат. Он был советским человеком, для всех своим и родным. В эти дни цветы от Татарстана и друзей республики были возложены в Александровском саду столицы. Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. В Великую Отечественную он сражался на Курской дуге, освобождал Белгород и Харьков. Сейчас Зинатуле Загидуллину из села Старые Чичкабы Кайбицкого района 102 года. Односельчане любя называют его кайбицким Альмандар-Бабаем. Сегодня поздравить Зинатулу Загидуллина с предстоящим Днем Победы приехали жены мобилизованных. К ним присоединилась и Сирина Сахапова. Зинатула Ухадулович,
Мы поздравляем вас. С подарков, цветов и крепких объятий сегодня началось утро 102-летнего Зиннатуллы Загидуллина. Поздравить участника Великой Отечественной войны приехали жены мобилизованных. Привезли в подарок телевизор и наушники. После майских праздников доставят и слуховой аппарат. Спасибо. Помогать героям-победителям – наш долг, говорят супруги участников СВО. Сейчас сложилась у нас такая ситуация в стране, что история повторяется. И теперь уже наследники наших великих ветеранов, наши мужья сейчас находятся на территории СВО, защищают нашу страну, наших детей, свои семьи. Этим визитом, в первую очередь, мы хотели бы выразить слова благодарности. Ветеранов Великой Отечественной войны осталось очень мало. Мы должны помнить. Зиннатуллу Загидуллина в деревне Старые Чичкабы знает и уважает каждый. За чувство юмора и мудрость его здесь называют кайбицким альмандаром. Имеет свое видение, свое мнение по всем проблемам текущим, прошедшим, будущим. Очень мудрый старик. А старики Альмандар, Туфана Мигнулина, это образ мудрого старика. Наш Зиннатлавы не меньше представляет собой такой кладезь мудрости, прозорливости, здорового образа жизни. Родился Зиннатулла Загидуллин 15 августа 1920 года. В свои 21 уже был председателем сельсовета. В 1942-м его призвали на фронт. Сражался на Курской дуге. Освобождал Белгород и Харьков. Получил тяжелые ранения. Победу встретил уже в родном селе после госпиталя. Я удивился тому, что меня так долго не звали обратно на войну. Пришел в военкомат сам, рассказал все. Там меня отчитали за неявку, а потом сразу же извинились. Оказалось, что папку с моими документами отложили в сторону и обо мне забыли. Молодому поколению ветеран советует быть едиными. В этом сила. Об этом сегодня говорит и женам нынешних защитников Родины. Пусть учатся хорошо, не оставляют свои уроки. Самое главное – это не ругаться друг с другом, не обижаться по пустякам, быть друг за друга горой, опорой и поддержкой. Ветерану уже 102 года. Односельчане придумали для него специальную медаль за взятие столетнего юбилея. Секрет долголетия, говорит Зиннатулла Загидуллин, в постоянном движении и жизнерадостности. Сирин Сахапова, Вадим Илларионов, ТНВ, Кайбицкий район. В преддверии майских праздников к татарстанцам обратился главный автоинспектор республики. Рустем Гарипов отметил, в эти дни трафик на дорогах растет, движение интенсивное, что влечет риск ДТП. Для контроля ситуации ГИБДД привлечет дополнительные экипажи ДПС, в том числе мотопатрули. Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, особенно при поездках с детьми. Особое внимание акцентировано на недопущении грубых нарушений, связанных с нетрезвым вождением, выездом на встречную полосу, игнорированием ремней безопасности и детских автокресел. Обращаясь к родителям, призываю уделить пристальное внимание своим детям, не оставлять их без присмотра, не допускать бесконтрольного завладения ключами от транспортных средств. На собственном примере показывайте детям, как важно соблюдать правила дорожного движения. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме аварийности на дорогах и своевременно сообщать в полицию о грубых нарушениях посредством телеграм-каналов или по телефонам, указанным на экране. В Татарстане продолжает действовать запрет на использование беспилотников. В течение майских праздников контроль за небом в республике будет усилен. Напомним, бессрочный указ об этом Рустам Минниханов подписал еще в конце прошлого года. Исключение лишь для техники оперативных служб и органов государственной власти. Поднимать в воздух дроны и коптеры можно только при наличии специального разрешения от местной администрации. Синоптики второй раз за сутки объявили штормовое предупреждение. Днем о ливнях и сильном ветре на предстоящие дни, о заморозках. 7 мая в воздухе и на почве заморозки до -2, с 8 по 10 мая до -5. В соцсетях появились ролики последствий пятничной стихии. К примеру, в Балтасинском районе с домов сорвало кровлю. Рабочих программы «Наш двор» призвали придерживаться закона о тишине в Татарстане. За 2 недели от жителей республики поступило больше 500 обращений, касающихся благоустройства дворов. Нарекания вызывает в том числе шум по утрам. Об этом сегодня на совещании в Доме правительства сообщила руководитель фонда Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина. Заседание провел Алексей Песошин. Как отметили, по закону запрещено шуметь по будням с 10 вечера до 6 утра, по выходным с 10 вечера до 9 утра. В настоящее время строители проводят
благоустройство 262 дворов. Идут дорожные работы, установка освещения. На складах сейчас находится более 70% готового оборудования для спортивных и детских игровых площадок. К дорожным работам не приступили на данный момент 7 муниципальных образований. Связано это в основном с тем, что подрядные организации параллельно работают в нескольких районах по программе. И в ближайшие 2 недели стартуют работы в Апастовском, Арском, Верхнеуслонском, Мамадышском и Тетюшском районах. Коллеги, как только нам погодные условия позволят, нужно нам будет ускориться. Менее 5% выполнения в 7 муниципальных образованиях. Напоминаю, что работы во дворе не должны затягиваться более чем на 2 месяца. В противном случае жители у нас устают от постоянного ремонта. Территориальный спор возник на Казанской улице Лядова. Жители 2 соседних домов не могут поделить прилегающую территорию. История началась 15 лет назад, когда рядом с 9-м домом появился 9А. Жители новостройки посчитали, что во дворе им не хватает места для парковки. И, как они уверяют, с одобрения жильцов 9-го дома расширили территорию за счет их земли. После свой двор огородили забором. Однако в 9-м доме это решение о передаче территории поставили под сомнение и стали добиваться сноса забора. В итоге стороны встретились в суде. Какое решение приняла Фемида, расскажет Дмитрий Аринин. Мы считаем, что забор стоит на своем месте. На этом месте стоял бетонный забор. В подтверждение этого житель дома 9А Борис Гусев показывает нам семейные фотографии. Как видно, часть ныне огороженной территории тогда была не огорожена. Как говорят, здесь располагалась детская площадка, которая потом заросла бурьяном. Была часть небольшая, но это был пустырь, никому не нужный. Он стал нужным, когда мы положили туда асфальт. Парковку на этом месте жильцы новостройки решили сделать в 2009 году. Для этого, как говорят, договорились со своими соседями из 9-го дома, к которому изначально относился этот участок. Мы провели в 2009 году собрание жильцов нашего дома и собрание жильцов дома Лядова 9. И, соответственно, по рекомендации администрации Верстательного района мы провели новый план межевания и реестрами и протоколами собраний утвердили новый план. Соответственно, все эти документы были переданы в администрацию города. Жильцы новостройки огородили эту территорию забором, с чем 9-й дом не согласился. Решение собрания они поставили под сомнение. У нас не было собрания. Видимо, прошлись по подъездам, где-то кто-то кого в подъезде поймали и собрали где-то подписей штук 10. У нас тут 140 квартир, 230 жителей, 10 подписей, и то из них часть не тех жителей, часть подписалась и за, и против. Как говорят жильцы Сталинки, они обращались с жалобами в различные органы. В итоге из Комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани пришел ответ: спорный участок принадлежит 9-му дому. При обследовании установлено, что на участке расположен многоквартирный жилой дом. Территория ограждена занятием части участка площадью 903 квадратных метра из состава земельного участка, принадлежащего Лядов 9. Сегодня жильцы 2 домов встретились в суде авиастроительного района. По иску требовали демонтировать забор и вернуть территорию. В зале суда разрешили только аудиозапись. Какую вашу землю? Вот ваша земля, заросшая бурьянами, травой, железная площадка. Где вы были 15 лет? К мирному соглашению жителям прийти не удалось. В итоге все решила Фемида. После исследования документов суд удовлетворил исковое требование жителей 9-го дома. Освободить часть земельного участка площадью 903 квадратных метра домовой территории многоквартирного дома номер 9 города Казани путем демонтажа металлического забора в течение 1 месяца на месте решения законной силы. Это решение жители дома 9А собираются обжаловать. Также они инициировали еще один судебный процесс, где просят признать законность решений собраний жильцов, которые прошли в 2009 году. Дмитрий Аринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19. Напомним, его ввели в марте 2020-го. За это время в мире было зарегистрировано свыше 76 миллионов случаев заражения. ковид унес жизни почти 7 миллионов человек. Сейчас вирус уже не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Однако это не означает, что он перестал представлять угрозу. В среднем в мире COVID-19 по-прежнему уносит жизни каждые 3 минуты и продолжает мутировать, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Завтра в России отмечается День радио. 128 лет назад Александр Попов создал первый в мире радиоприемник. Это и стало началом эпохи радиовещания. Сегодня в стране работает 700 радиостанций, в Татарстане больше 50. В преддверии праздника мы отправились в колыбель национального радиовещания, в здание на улице Горького, известное казанцам как собственный дом Кекина. Сейчас здесь работают наши коллеги из Болгар-радиоса. Чем живут, какие новые проекты предлагают слушателям и как берегут наследие, в репортаже Сирины Захаповой.
Наше радио вот уже много лет располагается в этом знаменитом белом здании. Мне кажется, каждый житель города уже знаком с этим зданием. Дом на улице Горького – памятник архитектуры республиканского значения. В XIX веке здесь жил известный предприниматель Алексей Кекин. Как пишут историки, в 1924 году в Казань из Москвы передали 4-ламповый радиоприемник. Его установили именно здесь. А по городу раздавали объявления с программой и продавали билеты. За 50 копеек можно было послушать радио. Уже потом радиоволны дошли до каждого села. Сейчас на Горького трудятся сотрудники Болгар-радиуса. Здесь работали такие дикторы, как Кашифа Тумашева, Камал Саттарова, Айрат Арсланов, Марьям Арсланова. Здесь, в этом здании, вживую выступали такие легенды, как Зифа Басырова, Гульсым Сулейманова. И мы тоже гордимся, что работаем здесь, являемся продолжением этой истории. Уже сейчас сами творим историю. К своей истории сотрудники радио Болгар относятся с особым уважением и трепетом. Прямо в студии звукозаписи «Золотой рамки» они хранят пластинку с первой песней, прозвучавшим на татарском радио. Ее исполнила Райса Билалова. Но снизу также прикреплена флешка, как символ золотого фонда современного радио. Звучит та самая песня 1952 года в исполнении Раисы Билаловой. В золотом фонде радио Болгара хранятся как советские песни, так и современные. В нашем золотом фонде радио Болгар хранится больше 50 тысяч записей. Раньше они хранились в пленках больших, а потом мы перезаписывали на CD-R-диски, а сейчас они оцифрованы, и у нас есть каталог. Мы работаем сейчас под каталогом в компьютере. Свое вещание станция начала в 2002 году, как радио «Новый век». Под новым названием в эфир вышли в 2012. Ежегодно радуют своих слушателей новыми программами. В этом году при поддержке комиссии по родным языкам запустили сразу 2 проекта. «Узоры нации» в формате радиоспектакля вещают об известных татарах, внесших вклад в развитие языка и культуры. Уже вышло больше 40 выпусков, посвященных Габдулле Тукаю, Хади Такташу, Саре Садыковой и другим. То есть у нас ведущие – это 2 молодых человека. Парень и девушка. У нас очень интересная форма, они как бы на свидании, то есть параллельно 2 линии у них зарождаются отношения, да, они друг друга просвещают, встречаются в каких-то очень известных местах, то библиотека или там памятник какой-то, и, соответственно, рассказывают об этом человеке, о каком-то известном человеке. Второй проект «Мост единства» тоже в формате радиоспектакля. Голиме Ханым в каждом выпуске встречается с хранителем памяти. Вместе они обсуждают народные праздники жителей республики. Татарский Сабантуй, Кряшинский Петрау, Удмуртский Ишкар-Гербер, Чувашский Акатуй и другие. Сложность в том, что красоту и богатство национальных традиций нужно передать только через голос и мелодию. В День радио сотрудники встретят в студии и будут дарить подарки своим слушателям. Завтра в течение дня не пропустите конкурсы и интерактивы на волнах радиостанции. Каждый подарок еще будет зависеть от того, чем занимается ведущий. Вот, например, у нас есть Фаиль Гимадов, который ведет программу на религиозную тематику. У него будет особенный подарок как раз вот с таким оттенком религиозный. Шамаиль он подарит. Айгуль Хайруллина, которая всегда работает со самыми знаменитыми артистами, она приготовила свой подарок. Это билет на концерт. Миссия нашей радиостанции – нести разумное, доброе, вечное. Радио – это в первую очередь настроение. Хотелось бы пожелать нашим радиослушателям в первую очередь здоровья, счастья и слушать наше радио. Мы всегда работаем для них. Для нас очень большое счастье, когда мы слышим отзывы о нашем радио, когда мы понимаем, что мы работаем не зря, что люди нас слушают, любят. И хотим тоже признаться в этот день в любви к нашим радиослушателям. Параллельно сотрудники радио готовятся и ко Дню Победы. Слушатели ждут эксклюзивные эфиры, посвященные героям Великой Отечественной, песни и стихи военных лет. Сирина Сахапова, Алмазиадинов, ТНВ, Казань. Так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. А сейчас с прогнозом погоды на завтра вас познакомит моя коллега Аделина Зарифова. Передаю ей слово. А я с вами прощаюсь. До встречи.
Единая Россия поздравляет с великим праздником Победы. Этот день – символ героизма и стойкости нашего народа. Низкий поклон и светлая память героям. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. Лучше синицы в руках, чем журавля в небе. Зачем выбирать? Держи журавля. Центрофинанс объявляет суперакцию. Оформи заем до 30 июня и участвуй в розыгрыше полностью беспроцентных займов. Ты не ослышался. Центрофинанс подарит бесплатные на всю жизнь займы. Хочешь узнать, как получить? Приходи в офисы Центрофинанс. Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Сыночек, привет. Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он и в твоем городе есть. Программа «Страна Гемотест». 5 базовых анализов по 290 рублей. Бесплатная консультация врача. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit VX. Только в мае в Exit-центре РРТ с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207-2080. Взломай удачу вместе с Яхант. Дарим подарки за ваши драгоценные покупки. Как это работает? Покупайте, регистрируйте, выигрывайте. 4 розыгрыша каждые 2 недели и более 1500 ценных призов. Яхант. Рады удивлять. Здравствуйте! В республику поступает холодный воздух северных широт, и температурный фон значительно понизится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ночью пройдут дожди. В ночное время около 5 тепла, днем всего плюс 10. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге малооблачная погода без осадков. Ночью температура понизится до 3 градусов тепла. Днем ожидается до 9 градусов выше 0. Аналогичная картина в Агрызе, Менделеевске, Актаныше малооблачно и сухо. Ожидается ночью около 3 тепла и около 8 днем. В Арске, Кукмаре и Балтаси прохладнее всего. Днем до 7 тепла, осадки не ожидаются, но температура ночью опустится до 0. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске ночью местами возможны дожди около 2 градусов со знаком плюс, а днем всего плюс 8. В Альметьевске, Чистой Поле и Мамадыше малооблачно, ночью 2, днем до 9 градусов выше 0. Начало новой недели будет не жарким, из-за резкого понижения температуры в некоторых районах возможны заморозки. Будьте осторожны. В Казани будет малооблачно, осадки не ожидаются. Ночью всего 2 градуса тепла, днем около 9 градусов выше 0. Ветер западный порывистый. Атмосферное давление в норме, влажность воздуха около 57%. Магнитное поле Земли спокойное. Таковы новости о погоде к данному часу. Поздравляем наших коллег с Днем Радио. Чистых вам эфиров и хорошего настроения всем нам. В студии была Аделина Зарифова. До встречи!